Так, продолжаем. Мен ұнатқанмын әйтірге, теге надписьні 1708 жыл деп қоя қалған. Попробую не забыть это название. Итак, на чем мы остановились вот здесь? Так, пойдут в домы свои, да, сказал он, типа другие. Лишь небольшая часть повстанцев во главе с Алдар-Батыром выступала за продолжение войны в реставрацию шибанидов-кучумовичей. Однако сложившиеся обстоятельства вынудили их принять решение об отступлении. В конце февраля 1708 года войско Хованского, состоявшее из солдатских и друганских полков и насчитывающее уже свыше 10 тысяч человек, и не считая отряда служилых татарских Мурс и Вольницы, двинулась из Казани к границам Башкирии. Как сообщал все тот же Урмет Бемяков, ныне где он Алдар и Кусюм и Исмаил Молла идут в Уфимский уезд, и с собою всех татар Казанского уезда, Арской и Зюрейской и Ногайской, Алатской дорог, которые с ними воровали, везут всех с женами и с детьми в Уфимский уезд. Было еще одно обстоятельство, составляющее башкир возвращаться на родину. Ожидалось обещанное властями нападение калмыков Аюки-хана, так или иначе, не вступая в арьергардные бои с полками Хованского башкирское войско, насчитывавшее около 4000 человек, в конце февраля 1708 года отступило на территорию Башкирии. 1 марта Абызы и Толмач, посланные командующим в Савруши, никого там уже не застали. Примечательно, что заслугу вытеснения башкир из Казанского уезда каждая сторона приписывала себе 7 марта 1708 года. Примечательно, что заслужив вытеснение башкир из Казанского уезда, каждая сторона приписывала себе 7 марта 1708 года. Получается, вытеснение шло, плюс еще татарлары да кушып шунда тыққанлар, наверное. Мына шул вақытларда, наверное, біздің ата-бабаларыбыз күшкен шул Уфа ягына татарлар. Қойнадыр татарлар бит анда келіп шыққан бит енді. Мы же такие не можем выяснить откуда. Ну, может, вот примерно и в это время тоже кто-то переселялся туда, когда вот эти восстания всякие были по Казани, да, так скажем. Фиг его знает. Так, 7 марта 1708 года Хованский докладывал царю. Башкирцев в Казанском уезде в Саврушах не застали, а съехали где их в Уфимском уезде, в деревне Варзе, потому что онные воры башкирцы, послыша поход мой холопа твоего из Казани с ратными людьми из Казанского уезда, и все побежали в Уфимский уезд в улусы свои. Сам Хованский, дойдя до границ Уфимского уезда, которая проходила восточнее Елабуги, там и остановился, не решаясь преследовать башкир. Куркан Кудрявцев рисовал перед князем Меньшиковым совсем иную картину. 1 марта 1708 года он рапортовал, что им были сформированы два отряда по 300 человек из числа... Сейчас дочитаем. Деревня Варзи, Омга, в Агрызском районе Республика Татарстан, оказывается, это. Так что, типа, ныне, да? И... Так, окей, примечание это было. Итак, отряда по 30 человек из числа, кого он собирает? Гарнизонных солдат во главе с казанскими дворянами Бартеневым, Немковым, которых он отправил на Арскую и Ногайскую дороги соответственно. И эти два отряда их воров побили и в полон побрали и прогнали и из тех мест, где им был сбор. И убрався они с того стану из Савруши, все пошли на побег за Каму реку в Уфимский уезд. То есть пиздел, получается. Одним словом, он откровенно лгал, представляя дело так, что его 600 человек смогли прогнать 4000-е войско башкир за Каму, чего не смог сделать Хованский со своим 8000-м регулярным корпусом. Көрдіңіз енді,
пиздаболиналар. Хазыр думаете нәрсе, Украинадан шундай бармайма. Онда да шулай енді пиздят. Онда Путин уши развешал и тут пиздит. Надо, это, что он там говорил, блядь, нахуй? Движуха, движуха, какая нахуй у тебя там жопа горит уже, блядь, движуха у него в Украине, блядь. Делая обзор прошедшими событиями, казанский воевода Кудрявцев также сообщал князю Меньшикову, и как воры-башкиры, воры, блядь, меня бесит, это что за выражение, нахуй, воры, блядь, сука. И как воры-башкиры, лучшие батыры, Алдар и Кусюм Банта, Батыр, собрався многолюдством, приступали к казанскому пригороду Белярску день до ночь, и из того пригорода мужественно против их оборонялись. Осаждавших, если верить Кудрявцеву, было 700 башкир и 2000 татар. Не сумев взять крепость, они расположились в татарской деревне Вармясево. Ночью на их лагерь внезапно напал станичный атаман пригорода Сергеевска Невежин, у которого было всего лишь 300 человек, 200 русских и 100 чувашей. Побил их множество и из той деревни вон выбил. Это тоже опять какое-то пиздобольство идет. Ну-ка, идемте дальше. Что-то нихуя не понял в этот момент. Как говорилось выше, Алдар Батыр в течение всего Казанского похода лично не участвовал в боевых операциях, постоянно находясь при хане и исполняя обязанности Карачибека. Тем не менее, пассаж о лучших батырах, разбитых атаманом Невеженным, затем неоднократно повторялся в исторической литературе, как один из самых ярких эпизодов обороны Казанского уезда от башкир, преломляясь в различных интерпретациях. Впрочем, и сам первоисточник, то есть письмо Кудрявцева, был всего лишь ретроспективным описанием прошедших событий, в котором опущенные подробности и главные даты донесения было написано 1 марта 1708 года. Следовательно, оно не является синхронным событием, документом и действительным ситуацией тех дней. Оно написано тогда, когда угроза башкирского нашествия уже миновала. Власти Казани, ничем героическим себя не проявившие в ходе его отражения, искали случай реабилитировать в глазах московского начальства, преувеличивая заслуги гарнизонных отрядов Бартенева, Немкова, Невежина и преуменьшая роль боярина Хованского. Короче говоря, собирали тоже опять, наверное, лычки себе нахуй, медали в задницу. Тенденционная картина, нарисованная Кудрявцевым без какой-либо критики, затем была воспроизведена в работе историка Корсакова, положительно оценивавшего что-то. Русский историк, четвертое примечание почитаю. Русский историк Соловьев писал, тут тоже Соловьев гандон какой-то был. Лучшие башкирские батыры не могли взять Белярска и были поражены на голову невеженным, у которого было 200 русских да сотня чуваш. Соловьев. История России в древнейших времен 1851-1879. Не знаю, блядь, это, блядь, пиздеж или нет, мы так и не поняли в этот момент, блядь, выше. Ну, может, внизу уже мы поймем, правда или нет она. Пока я что-то не вкурил, правда, типа ебанули 300 этих, блядь, 2000 татар и башкир, что-то не верится, нахуй, хуйня какая-то опять. Короче, понятно, история как бы правдивая, я вам как говорил, блядь, пиздеж на каждой странице почти что, блядь, нахуй. То, что узкожопые, нахуй, себя хвалили туда, на Москву себя нахуй отправляли, типа победа, победа, а тут хуяс, блядь, башкирт отарла секен, но в оконцовке, конечно, мы все равно пока что рабы. Вот, будем читать дальше, будем узнавать. Так, сейчас запись сохраню, продолжим. Остановился вот здесь. Так, 1708 год, 1 марта 1708 год надо сейчас.